О выявленных нарушениях в частном лагере «Аль-Кадар» рассказывают наши севастопольские коллеги в информационной программе. Работать организация начала без соответствующего уведомления Департамента образования города, а еще и с нарушениями. Дело в том, что они нам не сообщили о том, что они начали работу и не поставили в известность нашу комиссию. Комиссия в составе нашей, по оздоровлению комиссия в составе с представителями Роспотребнадзора, прокуратуры, выехали в пятницу туда, и там очень много замечаний. Проверка была прокурорская, мы выделили специалиста, были текущие замечания, что касается приезда этой группы, они уведомили Роспотребнадзор, мы получили согласование с вышестоящей инстанцией, 118 детей заехали. Сейчас вот по текущим моментам разбираемся, будут, по-видимому, меры реагирования какие-то. Они работают в таком ковидном режиме, в закрытом там? Да, в закрытом режиме, с соблюдением норм, но текущие нарушения есть. Сегодня в Аль-Кадар отдыхают 118 детей из Усинска и Сыктывкара. Все из детских домов региона. Разместились они еще 30 июля. Справки об отсутствии коронавирусной инфекции предоставлены и на детей, и на персонал лагеря. Контракт с здравницей заключило Министерство образования Коми. Главными условиями были вхождение в реестр оздоровительных лагерей в Севастополе и наличие заключения санэпиднадзора. По той информации, которая прошла в некоторых СМИ, крымских СМИ, о том, что были выявлены некие нарушения Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, действительно, комиссия была, но, как мы знаем, что любая комиссия, любой надзорный орган, когда приходит, он находит, бывает существенные, бывает несущественные. В рамках этой проверки были найдены несущественные нарушения, то есть такого типа, что не все дети перед тем, как поесть, помыли руки и высушили их. То есть Роспотреб, соответственно, отметил это в акте. Росгвардия указала на то, что дополнительно необходимо установить 5 видеокамер для покрыть зоны. То есть это было моментально устранено учреждением. Среди отдыхающих в частном Аль-Кадаре 31 воспитанник детского дома имени Александра Католикова. Там наши ребята впервые. Их сопровождают 3 воспитателя из Сыктывкара. О нарушениях они не в курсе. И, по словам детей, условия в лагере отличные. В каждой комнате есть душ, живут по 3 человека. Доехали все очень хорошо, ехали специальным составом, то есть это не пассажирский поезд обыкновенный, где садятся еще помимо наших детей иные пассажиры. То есть нет, они ехали составом, доехали хорошо. На сегодняшний день заболевших детей в лагерях нет. Детям очень нравится, дети отдыхают на море, выходят, купаются. То есть сегодня нет ограничений каких-то либо для организации отдыха детей. О спокойной обстановке нас заверило и руководство Севастопольского лагеря. По словам директора Андрея Шадрухина, организация открылась без нарушений. А если и были небольшие, их устранили сразу. Поэтому, о чем конкретно говорит местный департамент образования, будет понятно, видимо, только из акта, который пока никто не предъявил. Говорит руководитель департамента о том, что мы их не уведомили. 30 числа они сами мне позвонили и сказали: к вам заезжают дети, дети из Коми. Мы вам направляем документ. Вы срочно ответьте на этот документ, потому что нам нужно отвечать это нашему руководству города. Это письмо мы получили 30 числа. И 30 числа я лично ответил на это письмо. И мы им отправили этот документ. Плюс дополнительно 4 августа мы направили еще дополнительно им письмо о том, что мы открылись, запустились и мы работаем, принимаем детей. Почему с такой задержкой еще мы повторно дали? Потому что мы только 31 числа получили письмо от Роспотребнадзора Российской Федерации, от Поповой, что разрешен въезд детей из Коми в детские оздоровительные лагеря Севастополя. Кроме этого, нам сообщили, что ни один ребенок из Коми там, в Крыму, на сегодняшний день не болеет коронавирусом. Ситуация в Севастопольском лагере на контроле нашего Министерства образования. На прямой связи с директором учреждения и сопровождающими. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.